Да, мы находимся на площади Революции. Вот. У нас стоит памятник Ленина, думаю, неспроста. Расскажите нам про эту площадь и про этот памятник. Он везде есть, памятник Ленина, в любом городе. И чем он известен и почему именно на этом месте? Площадь Революции была названа неспроста. Она была сперва площадь Алексеевская, до этого и Корнуэльский рынок. Здесь было достаточно много разных названий. Но именно почему названа была площадь Революции, потому что именно в 19 году Фрунзе освободил Самару от чехов, от интервентов, которые 3,5 месяца здесь занимались террором. Почему именно памятник Владимиру Ильичу Ленину? Именно он прибыл сюда после того, как был, казнен его старший брат Александр, и вся семья прибыла именно в Самару. Поначалу они жили здесь в районе Хлебной площади, площади Степана Разина, но потом, все-таки решили переехать в деревню. У них было около 5000 рублей, и они решили в районе Алакаевки, это 70 километров отсюда, от Самары, купить себе поместье, более 70 гектаров земли, и стали заниматься сельским хозяйством. Сам Владимир Ульянов, он не был предрасположен именно к сельскому хозяйству, занимался сперва спортом, много читал, экстерном сдал, на диплом адвоката. И здесь вот с левой стороны посмотрим, находится губернский суд. В нем именно он и работал заместителем присяжного поверенного. Все удивлялись его уму и расторопности. То есть он в основном, именно с присяжными поверенными разбирал совершенно такие дела, которые раньше никто не мог выиграть. Это либо крестьянин судился с богатым помещиком или купцом, либо торговец какой-то, который обманул крестьянина. Эта категория называлась люди, которые обманывали людей. То есть, если я хочу уточнить, он был всегда на стороне пролетариата еще в те времена. Да. Условно говоря, ненависть не то что не любовь, а неприятие к купеческому классу или дворянскому классу тогда прослеживалось. У него иногда такие, проходят эпитеты, что он ругал, он вроде бы на стороне крестьян, пытается отсудить что-то, но всегда говорил: Боже мой, как же ты мог поставить на договоре, который ты сам не читал, не понимал, поставил свою подпись, свой крестик. И теперь это дело годами будет рассматриваться. Ты разорен полностью, у тебя будет отобрана твоя усадьба, твое зерно, твои лошади. Но тем не менее он брался за эти дела, и бывали случаи, когда он все-таки выигрывал. Именно ему принадлежит такая фраза, что пока в стране будет хотя бы один неграмотный, все ваши революции. Вот он ругал народников. Они вот здесь, вот в этом доме, рядом, напротив губернского суда, как потом описывают эти события, люди, которые здесь проживали, именно следили за ним, потому что у него была подписка о невыезде, он обязан был отмечаться постоянно. Он все время громко говорит: вы, народники, вы, ничего не сможете добиться, пока народ у вас безграмотный. Надо именно сперва научить народ пользоваться документами, правильно ставить подпись, а потом уже делать ваши революции. То есть все шпионы, давали сведения своим начальникам, что он не собирается никаких революций делать, он хочет учить народ. И пускай учит, если он умеет. Именно здесь, то, что он в Фуражке находится, он любил заниматься велосипедным спортом. А на самом деле, когда он приходил в губернский суд, у него был прекрасный мундир и такая шляпа небольшая, в общем, он был строго одет. А именно пролетариат его изобразил именно в фуражке, считал, что он больше относится к пролетариату, то есть пролетариат ходит в фуражке, и наш Владимир Ильич Ленин, хотя он изредка ее носил, и носил только тогда, когда ездил. Это был еще один костюм для того, чтобы, допустим, на лошади нужно было один костюм одевать, на велосипеде, который был уже приравнен тоже к такому же виду спорта, как верховая езда, то есть нужно было есть именно фуражки, то есть такой мундир. А здесь все неправильное сочетание: костюм, фуражка, все несочетаемое. Но именно так большевики видели его, что он более приближен. Он занимался, главное, что и самое интересное, когда жили в Алакаевке, он не слезал с турника, то есть часами крутился, делал мельницы на турнике. И когда он, после, здесь, когда они собирались небольшими группами, творческие вечера,
он всегда провожал всех девушек до дома. Хотя здесь свирепствовали горчичники, то есть небольшие такие банды разбойников. Делалось это очень хитро. Кто-то выходил подвыпивший, как будто из подворотни, и задевал прохожего. Когда тот пытался ответить, его затаскивали в подворотню, избивали и грабили. К нему после первого раза, когда пытались, значит, он сопровождал двух девушек, значит, и пошел в сторону, значит, Панской. Ему навстречу вышел довольно-таки коренастый, крепкий парень, делая вид, что вот он там задел одну из девушек. Именно вот Ульянов, как вот описывают после этого, здесь вот есть все в архивах, как описывают, значит, эти шпионы. Он, не задумываясь, одним ударом сбивает его с ног, и дальше идет так же спокойно сопровождать. После этого его никто не трогал. То есть он был в очень прекрасной физической форме. Да. То есть Леонид изображает как интеллигента, такого Да. щупленького и субтильного. А у него, оказывается, характер не только был Бойцовский. ментальный, но и он был в прекрасной физической форме. И- Об этом просто нигде не сказано Да, было. это все вот у нас есть в библиотеках, можно все это почитать. И тут также описан такой эпизод, когда прокурор, значит, здесь вот на площади они решили поиграть в шахматы, а играли, естественно, на интересной ошибке. И Владимир Ульянов выигрывает, значит, 15 рублей серебром. В то время лошадь стоила 20-25 рублей. То есть практически он выиграет у него, ну как сейчас, машину. Вот. Тот говорит: батенька, давай переиграем. Я что-то не так вот. Он говорит: нетушки, все, я, говорит, не переигрываю. То есть, если я, значит, выиграл, все мое. Вот. Здесь они проживали летом, значит, снимали на улице, значит, на одну из усадеб, значит, проживали в основном зимой, а летом все уезжали в свою Алакаевку. Это сперва, значит, от железнодорожного вокзала до Запчениновки, значит, поезд шел, а там они пересаживались на лошадь, на телегу, и, значит, все лето они были там. Но все стремление у него было именно посвятить городу, именно почему ему нравилось именно вот работать в суде, потому что там нужен был именно бойцовский характер. Он проявлялся очень быстро. И когда, значит, один, как сейчас говорят, олигарх, значит, богатый купец решил заниматься перевозкой туда, на Ширяевский остров. То есть все лодки, которые пытались там кого-то просто хотя бы на руках перевезти, заниматься перевозом, хоть копеечку заработать, он их просто топил. У него был пароходик, все. Что делает Владимир Ульянов? Он садится к одному из перевозчиков, а ему жалуются, что вот такое. А он вообще, полиция ничем не занимается. Он садится к перевозчику, и когда его догоняет этот пароход, который, значит, занимается, решили его все-таки затопить вместе с этим человеком, который его перевозит. Он быстро вскарабкался, значит, скрутил этого, значит, олигарха и доставил в полицию и добился, чтобы его осудили, большой штраф, чтобы он заплатил, и его осудили. То есть то, что вот пишут, что вот он такой вот невзрачненький, маленький. Даже в Польше, когда ему было 40 лет, его посадили один раз к уголовникам, а он постоянно занимался, вот именно вот накачивал себя, именно вот турник, это было для него все. И когда его посадили к уголовникам, поляки решили, ну как бы вот так пресс-хата сейчас вот называется, вот. Утром, значит, открывают двери, эти лежат уголовники с разбитыми головами, там все такое. Про это никто. То есть вот у нас создан образ такой, это вот политик, добродушный дедушка, вот он никого не трогал. И все А он шею мог свернуть, да, получается. А удар был, вот я говорю, когда вот один из шпионов, значит, который следил за ним, значит, в охранку, они постоянно приносили донесения. Он говорит, как он его одним ударом свалил, говорит, я даже не увидел. То есть, когда он уже там из-за угла вышел, тот также с этими двумя девушками идут в сторону Панской, а этот лежит без сознания. То есть небольшого росточка, он ниже меня ростом, я 1,72 м, он 1,65 м. Сравнительно небольшой, худощавый. А удар был вот настолько сильно отработанный, что он много выписывал разной литературы, он читал очень много. И кроме того, что владел несколькими языками, мог и шахматами, и всесторонне был развит. Ну, как говорят сейчас, человек man self, то есть сделал себя сам. Но, тем не менее, физическую нагрузку он понимал, что за себя надо всегда уметь постоять. Ну, вот
то, что я хотел вам рассказать. Ну, очень интересно для меня, познавательно. Это вообще, думаю, открытие не только для зрителей Самары, а для всех. Есть в архивах, это можно все прочитать, посмотреть. Просто надо сидеть. Очень интересные эпизоды, допустим, если вот, к примеру, так как мы здесь стоим на улице Куйбышева, это улица Панская, да, это улица Казачья. Здесь на пересечении улицы Фабричной, здесь, значит, находилась именно типография. Сейчас мы это здание, оно вот немножко скрыто за деревьями, но именно что происходило в этом здании, в этой типографии, и какие здесь кипели страсти, я сейчас хотел бы вам рассказать. Именно сюда в 21 год прибывает такой молодой, амбициозный, немножко неправильно склеенный, высокий, окающий, наша знаменитость, именно Максим Пешков. Он, работая здесь в типографии, также ходил в библиотеку и проживал здесь, вот недалеко, за Анаевским домом. Значит, влюбляется в свою, значит, музу тогда, Екатерину Волжину. А именно в характере Максима Горького, как он потом стал называться, именно он, значит, был настолько влюбчивый, что вот после какого-то определенного времени ему непременно надо было жениться. Вместо того, чтобы походить, там, погулять, обменяться там комплиментами, он, значит, тут же буквально через там 2 месяца он делает ей предложение. На что она ему говорит: боже мой, если батенька мой узнает, то не сносить мне головы. То есть он простой обыватель, из мещан, приехал с Нижнего Новгорода, раньше работал там булочные, значит, также предлагал, значит, руку и сердце дочери этого, значит, хозяина этой булочной. Естественно, ему отказали. Он, значит, впал в такую глубокую депрессию, что там пытался застрелиться, отравиться. Ну, в общем, несколько покушений на себя. И про него здесь знали. Он, значит, когда работал именно в этой типографии, он был журналист, именно освещал какие-то небольшие эпизоды. В основном он свои рассказы, он более как в юмористической форме, такие, как фельетончики описывал. Вот пришел я, говорит, один раз вот в библиотеку, ну, храм просвещения, говорит. И мне этот гардеробщик говорит: галоши снимайте. Я, говорит, снял, пальто снял, все ему передал. Когда спускаюсь, галош нету. Как это так? В храме просвещения галоши пропали. Он говорит: не пропали, они у вас в карманах. То есть эти грязные галоши он ему в эту пальто. То есть он написал вот такие небольшие фельетончики, чтобы рассмешить вот именно публику. Екатерина Волжина ему говорит: вот смотри, ты называешься Хламидой, вот ты вот такой невзрачный, все. Ну, папенька, мы дворяне, мы железную дорогу, значит, там он руководит каким-то отделением дороги, мой отец, все. И действительно, через неделю он ее забирает отсюда с типографии, отец, и увозит в Ставрополь, значит, там на несколько, там, до все лето, чтобы только они не встречались. Когда все-таки Пешков, значит, приезжает к ней, Максим Горький, приезжает к ней, она говорит: вот, ты знаешь, Самара, она рождает самородка. Вот с ничего, вот возьми эту Машко, возьми Головкина, допустим, возьми, даже вот далеко не надо ходить. Это такой прекрасный певец, как сейчас. Шаляпин, Федор Шаляпин. Мама простая крепостная женщина, а голос какой. Во всей Европе, да, в Санкт-Петербурге, в Москве, говорит, княгини, герцогини стоят в очередь, чтобы пригласить его на ужин. В Москве говорят: вот в Санкт-Петербурге есть один царь, а у нас 3: царь Пушка, царь Колокол и царь Бас. Вот, если бы вот у тебя такой бунтарский дух появился, я бы, говорит, обязательно, говорит, это, за тебя вышла замуж. Даже папенька бы против не был бы. Вот сможешь вот такое написать. Естественно, рождается, пока он здесь проживает, и он прожил почти 5 лет, у него рождаются вот такие прекрасные произведения, как, значит, «Сокол», «Буревестник», «Тут на дне». Это все вот эти отличные произведения были рождены именно здесь, в Самаре. И когда она корректор, она действительно очень талантливая была,
ему все откорректировала, напечатали, и пришла, начала читать, ему, его же буревестника, он просто прослезился. То есть человек был амбициозный, конечно, всё. И он понял, что да, действительно, а я-то могу, и все, и меня любят, и меня вот читают, и меня знают. То есть благодаря тому, что вот все-таки вот этот дух именно самарских женщин, а это не единичный случай. Если в дальнейшем будем слушать, я вам расскажу о десятках таких прекрасных дам, которые именно не просто вот как в Мещанской Самаре в них влюблялись за то, что они вот были вот такими вот, гоняли на тройках или там могли за себя постоять, но они были еще и грамотными, талантливыми, они могли именно вот поддержать человека с 3-4 классами образования церковно-приходской школы, поднять до такого уровня, что они становились не просто вот композиторами, певцами, допустим, ну и архитекторами, просто даже богатыми людьми, купцами первой гильдии. Это в то время считался человек. У меня был короткий роман с самарской женщиной, но он меня не привел к подъему. Он привел только к грустным воспоминаниям и разочарованию. Встречались мы года 3, наверное. Бывает всякое, но Я сюда и приезжал, поэтому. Я и говорю, я сам вот женился именно на самарской, хотя, в принципе, были другие кандидатуры, но не жили ни одного дня. Так уж получилось у меня вот свой взгляд на это. Тогда другие времена было, другое было. Было желание выйти замуж за офицеров, чтобы стать женой генерала. Сейчас как-то все наоборот. Ты можешь стать генералом, жениться и стать офицером. Если хочешь быть миллионером, женись на миллиардере. Да. Вот это да. Вот такой вот. Ну, дело в том, что судьба. Он после этого, значит, отменяет свой вот этот псевдоним Хламида, становится Максимом Горьким. К его ногам весь мир. Революцию он не понял, выехал, значит, за границу. Но что самое можно писать, там, в конце концов, он понимает, что именно здесь, он нужен, в той стране, там переходит через всякий кризис. Его сопровождали постоянно несколько женщин. И женщины это высшие пробы, то есть это были дворянки. Они переводили его произведения на разные языки, печатали, делали все эти проблемы. Ему ничего не нужно было, только сидеть, сочинять. Он спокойно сидел, там, ему там прикуривали, никого не подпускали. Когда он прибыл сюда, в Россию, то Сталину докладывают, мол, вот, говорит, привез из-за границы с собой гарем. Надо с ним что-то делать. Тогда Сталин сказал, говорит, что делать? Завидовать, говорит. Если бы у меня были бы такие женщины, и не просто вот, ну, как вот сейчас это говорят, типа гарем, там все такое, то есть люди, женщины-потребители, а именно они раскручивали, они умели, понимаете, вот, допустим, перевести, все знают, что, допустим, с английского на русский или с русского там на французский или на другие языки, человек-переводчик, он тоже должен обладать супер талантом именно написания, рассказ, чтобы понимать идиомы, понимать фольклор, дух этот всего, чтобы именно понимать психологию. Мы же зачитываемся Джеком Лондоном, допустим, или там другим произведением иностранными. То есть люди, которые переводят, вот, они должны уметь это все делать. То есть женщины, которые его сопровождали, они были тоже супер талантливыми. Они его раскручивали. Тут города, улицы, теплоходы, самолеты называли его именами не просто же так. То есть, значит, его и в Европе, и здесь ценили как именно выдающегося писателя и специалиста. Но самое интересное, что все эти женщины, они все дружили, и они, даже вот Екатерина Волжина, проживая в Самаре, она ни в чем не была ущемлена. То есть эти все женщины приезжали в гости, чаепитие, никто не обвинял никого, что вот там к этой или к этой. Факт тот, что все деньги там распределялись достаточно равномерно, и вот, судя по его именно характеру, он ни разу не обиделся на вот этих женщин, которые высказали, что они кому-то что-то не додали, то есть ему пожаловали, что его какой-то там внук чего-то ему там не додали, то есть не были выделены достаточно деньги, то есть деньги были и здесь, он достаточно в Советском Союзе был достаточно очень богатым, у него были квартиры, машины, все, и за границей у него было достаточно, то есть те произведения, которые переводились на разные языки, также в банках все это лежало, вот, и он был достаточно обеспеченным до последних дней своих жизней.
Ну, Горький, вот, кстати, он себя взял псевдоним Горький, а так почитаешь, вас послушаешь, не такая же горькая у него была жизнь, у него было очень все хорошо. Ну, да. Может быть, он это... Он был Да, детство было трудное. очень депрессивный, вот перенеся вот это вот все то, что он описывал, вот это детство, отрочество, юношество, то есть вот эти вот не эти рассказы, а вот именно про детство, про которое он про себя описывал, он, значит, именно там приводит примеры, что действительно его в люди, там вот он первый рассказ его, когда его в люди, то есть вот просто там родители умерли, он жил у дедушки, дедушка потом, видя, что хватит болтаться у меня как медаль на шее, вот, и отдал его там, значит, одному пекарю какому-то там, значит. И он был высокий, сутуловатый, неказистый, плохо разговаривал, все. Но дело в том, что вот благодаря женщине, вот взять, к примеру, самородок какой-то и обточить, сделать из него грани, чтобы он заблистал именно вот здесь. Он всегда говорил, что, говорит, я родился там, в Нижнем Новгороде, а именно вот стал именно тем, кем стал, именно здесь, в Самаре, благодаря Екатерине Волге. Хоть он с ней и развелся, он все равно до последнего он нигде не упоминал, что вот какие-то у них там типа разногласия. Но получилось, что вот любит он сегодня, завтра. То есть эти люди, которые они вот были подвержены такой мании величия, конечно, они более хотели чего-то хорошего, там еще это неизведанный гор, куда-то надо было им постоянно куда-то мчаться, лезть. То есть он ее оставил, но он нисколько не жалел, что вот именно в Самаре, вот именно он поднялся и стал человеком, и с большой буквой. Ну да, женщина может сделать человека. Согласен. Ладно.